Это датчик нагрузки. Он позволяет диагностировать работу насоса скважины путем интерпретации нагрузок. Ученые из Набережных Челнов разработали и внедрили автоматизированную систему мониторинга работы нефтяных качалок. Как отмечают специалисты, теперь поломки можно быстрее обнаружить и детальнее изучить. При помощи данных приборов у нас все уходит на сервер, где технологи, геологи могут непосредственно в удаленном режиме следить за работой скважины. Эти и другие достижения ученых и промышленности показали участникам нефтяного саммита. В этом году он впервые прошел в Высшей школе нефти. Для встречи выбрали уличную площадку кампуса с видом на горы и современные высотки. Особенно гостей выставки заинтересовали автоматизированные внедорожники для нефтяников. Буровая, в данный момент мы ее используем, испытываем в ТГРУ уже. На саммит приехал новый министр энергетики России Сергей Цивилев. Как он рассказал, сейчас посещает нефтяные города и детально знакомится с отраслью. Для развития энергетики на федеральном уровне разрабатывается новый национальный проект и стратегии до 2050 года. Сейчас две этих работы мы как раз должны и заложить будущее нашего топливно-энергетического комплекса. Но мы не ограничимся стратегией до 50-го года, потому что многие проекты длинные, к примеру, строительство атомной станции, оно очень длинное и окупаемость очень большая. Поэтому уходит за пределы стратегии до 50-го года. И нам еще надо научиться управлять своими ресурсами, правильно их использовать. Как отметил Рустам Миниханов, ключевая задача отрасли – подготовка кадров. С этой целью в Альметьевске появилось высшее учебное заведение мирового уровня. Мы решили построить нефтеперерабатывающий комплекс. У нас компетенций было ноль. Мы искали, с кем работать. И американцев привлекли, и все, да? Но оказалось, что никто нам ничего не сделает. Пока мы своих людей не получили, значит, ничего у нас не получилось. Мы создаем самые комфортные условия, чтобы у нас были самые... Никуда не уезжали наши дети и учились здесь. Сейчас нефтегазохимический комплекс – основа экономики республики. В нем работают более 80 тысяч человек. Нефтеносные земли занимают четверть территории республики. В минувшем году у нас, как и ранее, добыли 35 миллионов тонн нефти. Большая часть приходится на Татнефть. Малые нефтяные компании получили 7 миллионов тонн. Точно и понятно, что к 2050 году в мире нужна будет нефть. Почему это будет? Потому что нефть – это стабильный, надежный источник энергии. Для человечества нужны активно будут новые технологии нефти, новые подходы. И что точно нам известно, что для решения всех этих задач нужны будут люди. Как раз такие технологии, облегчающие добычу нефти, развивают в Татарстане. Появляются новые катализаторы, автоматизация производства и накопленный опыт передают нейросетям. Чтобы искусственный интеллект обучить, надо всю информацию собрать. То есть, вот, скажем, там 50, 60, 70 лет нефть добывают, какие были ситуации, все это собирается, информация собирается, вот это, на этом обучается и добычу использует. Как отметили, предложения, прозвучавшие на саммите, обобщат и проанализируют. В том числе на их основе будут создаваться федеральные документы по развитию энергетической отрасли. Дмитрий Аринин, Данил Филатов, ТНВ, Альметьевск.